Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и мы с вами смотрим прогноз на 27 марта. Я продолжаю писать в этом формате, выбираю события из 8 вариантов, и мы смотрим, в каком формате мы с вами будем этот день смотреть. Ну что, поехали. Смотрим. Пасьянс цыганский, многими любимый. Так, смотрим, значит, достаем цыганский пасьянс. Мои камешки. Все, и поехали. Я буду записывать в одном видео. Покажите мне, Овны, 27 марта, события дня, среда. Смотрим, Овны. Угу, победа. Что я не вижу ничего у вас здесь. Подарок. Второе событие. Лебедь. Верность. Угу. Застолье. Может быть также. Шарики, хорошие новости. Шарики. Ну и смотрим вертикали еще. Что здесь? Какие совпадения? Так, нет, 5 событий получается. Первое событие показывает, что будет победа в работе, в делах в этот день. Гармоничные отношения в паре. Застолье с подарками и хорошие новости. Смотрите, какой классный день. Все события выпали хорошие у вас на среду. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я к тельцам. Сейчас мы будем смотреть, что у тельцов. Так, тельцы, поехали. 27 марта, среда. События для тельцов. Обман, маска. Кто-то вас может обмануть в этот день. Ссора. Видите, сразу же рядышком ложится метла. Будете ругаться. Тайная встреча. Лебедь, верность. Нерешенный вопрос. Пустые разговоры пропустила. Так, здесь нет, нет. И здесь есть еще чемодан, разлука. Получается, у вас выпадает обман на этот день, на среду. Ссора, тайная встреча, гармоничные отношения, пустые разговоры,
нерешенный вопрос, где ножницы далеко, еще не скоро решится этот вопрос, и временная разлука, расставание. Так что вот видите, у вас такой день с предупреждениями, Тельцы. Благодарю за внимание и перехожу к Близнецам. Сейчас посмотрим, что у Близнецов. Близняшки. 27 марта. События дня. Любовь. Первое событие. 2 сердца. Удача. Удача, везение. Друзей нельзя соединить. Ножницы, решение вопроса. Победа. Решение вопроса для вас победой. Успех в делах. У вас прям все события выпали. И успех, и победа. Казенный дом. Успех в казенном доме. Чашку нельзя. Замочек — это открытие тайн. Свидание также еще есть, смотрите. Любовь, свидание. Здесь нет. Значит, сундук нельзя. Здесь нет, нет. Мешок с деньгами еще есть. Возможно, вот этот успех вам еще и принесет деньги. Так, ну здесь нет. Получается у вас, смотрите, мало то, что в личной жизни все хорошо, в любви, свидания, плюс в делах выпали все самые лучшие карты. Посещение госучреждения, какой-то контакт, успех, победа, решение вопроса. Также, возможно, будете решать какие-то будут события, связанные с деньгами в этот день. И откроются тайные секреты для вас в этот день. Плюс еще и удача. Вот, возможно, благодаря удаче, видите, все хорошо складывается. И в личной жизни, и дела решаются. Так что для вас прям шикарный день будет, среда. Благодарю за внимание, Близнецы. Перехожу к ракам. Раки, 27 марта, события дня. Смотрим, раки, что вам этот день приготовил. Ну, первое, что я увидела, это конфликт. 2 меча. Исполнение желания. Цветок. Удача. Подкова. Месяц. События, которые происходят каждый месяц с вами. Здесь вроде бы не вижу. Смотрим, значит, что здесь есть еще.
Интимная связь есть, кровать. Ну, здесь нет. Получается 5 событий. Исполнение желания будет в среду. Удача, везение, интимная связь, событие, которое повторяется каждый месяц, имеет цикличность. И из минуса конфликт, скандал, мечи. Ну, такие события для вас. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Сейчас будем смотреть, что у львушек. Львы. Покажите мне, пожалуйста, события для львов. 27 марта. Рыба. Скользкое дело. Дорога. Поездка. Корона. Это общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Конверт. Получение. Возможно, вот он вам будет что-то вручать. И еще есть колокольчик. Пустые разговоры. Значит, смотрим 5 событий. Первое — предупреждение, скользкое дело. Вас кто-то может обманывать, заманивать в свои сети, поэтому будьте осторожны. У вас может быть поездка, получение чего-то в этот день, общение с влиятельным человеком и пустые разговоры. Вот такие события даже с одним предупреждением. Львы. Благодарю за внимание и перехожу к девам. Так, девы, покажите мне, пожалуйста, события для дев. 27 марта. Среда, события дня. Деньги, первое событие. Получение. Месяц. Событие, которое повторяется каждый месяц. Но тут явно связано с финансами. То ли вы получаете каждый месяц в этих числах, то ли, может быть, наоборот, это могут быть и расходы. Может быть, что-то оплачиваете. Радость, хорошее настроение. Но больше, конечно, похоже на получение. Победа. Достижения какие-то могут быть. Цыпленка нельзя. Змея.
обман, маска, предупреждение для вас. И здесь нет. Значит, получается, из плюсов у вас победа в работе, в делах, хорошее настроение, события, которые повторяются каждый месяц, финансовые операции. Из минусов общение со змеей, то есть это с человеком, который пытается как-то укусить, ужалить, задеть, и обман, маска. Кто-то будете общаться с человеком, который будет надевать на себя маски, врать вам. Так что будьте поосторожней. Благодарю за внимание. Девы, перехожу к весам. Смотрим весы. 27 марта. Весы. Смотрим, что у вас. Сразу же цыпленок выпадает. Общение с семьей, с детьми может быть в среду. Нерешенный вопрос может быть также в среду у вас какой-то. Пара, верность. Неприятность. Видите, неприятность. Вопрос не решается, поэтому на среду лучше никакие дела не намечать. Мешок с деньгами. Это могут быть как поступления, так и расходы. Хорошее настроение, солнце. Вечером уже у вас будет. Ну, здесь нет. Значит, смотрим, что здесь. Нет, нет, нет. Бабочка, есть еще деловой разговор. И победа есть, смотрите, интересно. В каком-то вопросе будет победа, а какой-то не решится. А может быть, для вас это и победа, не решение этого вопроса. Как вариант. В общем, смотрите, что выпадает. Цыпленок показывает, что вы будете общаться с семьей, с детками в этот день. Детки, внуки, племянники. У вас будут гармоничные отношения в паре. Хорошее настроение будет. Деловой разговор, какие-то финансовые операции. Неприятность. Тоже вот предупреждение. Может быть, неприятность, нерешенный вопрос. И также вас ждет какая-то победа. Так что в одном вопросе у вас будет победа, а в другом, наоборот, не решение. К сожалению, ну так. Может быть, из-за какой-то неприятности. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Скорпионы. Скорпионы, 27 марта, события дня. Сейчас еще раз выскочила. Покажите мне скорпионы, среда, 27 события дня. Почему-то одна карта выскочила. Сильно куда-то спешит. Шарики, хорошие новости вас ждут в среду.
И опять новости выпадают. Новости, информация. Прям у вас день новостей и информации будет в среду. Деловой разговор. Угу. И видите, будильник выпал, спешка. Вот как у меня карта вылетела одна. Вот так вы можете спешить в этот день. Так, сейчас посмотрим еще, значит, замочек нельзя соединить. Здесь нет, здесь нет. Интимная связь еще есть, кровать. Здесь нет, нет, нет. Нет и нет. Получается 5 событий. Первая карта показывала, что придут какие-то очень позитивные новости в этот день. Также будет получение информации, но если здесь вы можете, например, кто-то может вам рассказать, то вот это событие показывает, что это электронная новость. Ну, допустим, там пришла смс какая-то, там в телеграм-канале прочитали, по телевизору услышали и так далее. То есть это электронная новость. Интимная связь, деловой разговор и какая-то проблема со временем. Вот это предупреждение для вас. Будет проблема со временем. Либо будете сильно долго ждать, либо наоборот спешить в этот день. Так что правильно все рассчитывайте заранее. Благодарю за внимание, скорпионы. Перехожу я к стрельцам. Стрельцы. 27 марта. События дня. Прибыль, победа. Смотрите, какие хорошие события. Корону нельзя. Пустые разговоры. Корабль ожидания. Домик, события в доме, в семье. Рыба, скользкое дело. Сложный выбор, деньги. О, боже, у вас прям тут как из рога изобилия сыпятся эти события. Интимная связь. Подарок. Так, ну и смотрим, конечно же, горизонталь, вертикаль. Еще есть змея по вертикали. Солнце по вертикали. Радость, хорошее настроение. Здесь нет, нет и нет совпадений. Получается, в этот день у вас будут, смотрите, и финансовые поступления, сундук, и, возможно, финансовые траты, мешок. То есть и плюс, ну, может быть, конечно, это будет 2 поступления, как вариант. Ну, чаще всего, конечно, мешок проигрывается, наоборот, тратами, расходами. Дальше у вас будет победа в делах, у вас будет ожидание, пустые разговоры, какое-то событие в семье, сложный выбор, интимная связь, подарки, события с подарками, хорошее настроение, общение с человеком, у которого такой острый язычок, и предупреждение, скользкое дело. Вас могут втянуть в какую-то махинацию в этот день, поэтому будьте осторожны. Так что вот не зря у вас будут колебания, сомнения, вы как будто почувствуете колебания, сомнения. Так что интуиция будет вам все правильно подсказывать в этот день. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерогам.
Смотрим, что у вас. 27 марта. События дня. У вас события все сдвигаются на одну карту. И расческа, чашечка. Домик пропустила. События в семье, в доме. Конверт получения. Змея. Интимная связь. Кровать. Здесь нет, нет, нет. Нет, нет, нет и нет совпадений. Ну, я не вижу. Диагоналями не соединяем, помните. Ну, то есть в произвольном порядке периметр нельзя соединять. Получается, в этот день у вас 4 события. Может быть какой-то праздник, мероприятие дома. Вы можете что-то получать в этот день. Документ, посылку, справку какую-то. Общение со змеей. Кто-то может как-то шипеть, язвить вам в этот день, так что будьте готовы. Может быть, при получении, например, чего-то. И может быть еще интимная связь, кровать. Еще кровать показывает желание пораньше лечь спать. Так что, может, у кого-то и так проиграется. Благодарю за внимание, козерожки. И перехожу я к водолеям. Смотрим, водолеи. Двадцать 27 марта. События дня. Месяц, первое событие. Неприятность, расческа. Подарок. Победа. Так, ну и, конечно же, проверяем горизонталь, вертикаль. Смотрим. Нет, нет, нет. Конверт есть по вертикали. Получение. И здесь нет. Получается, я нашла 5 событий. Первое показывает, что будет событие, которое с вами постоянно повторяется. Каждый месяц, может быть, там каждые 20 дней, каждые 3 месяца, то есть имеет какую-то цикличность. Дальше может быть неприятность, это предупреждение для вас. У вас может быть получение подарка, победа может быть и получение чего-то. Что-то получите. Документ, справку. Так что, в принципе, события неплохие, но, видите,
одно предупреждение есть. Может быть какая-то неприятность у вас. Благодарю за внимание, Водолей. Я перехожу дальше к рыбкам. Смотрим, рыбки. 27 марта. Рыбки, среда, события дня. Покажите мне события у рыбок. Сложный выбор. Весы. Первое событие. Будильник. Проблема со временем. Казенный дом. Может быть, вот вам в госучреждение надо на определенное время, и как раз будильник показывает, что вы можете не успеть. Лебедь, верность. Ну и, конечно же, смотрим горизонтали. Есть, смотрите, получение. Так что в казенном доме вы что-то получите в этот день. Справку, документ какой-то. Дальше, значит, здесь нет, здесь нет. 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 Ну, я больше не вижу совпадений. По периметру получается 5 событий. Колебания, сомнения у вас будут в среду. 2 варианта, вы будете между ними выбирать. У вас будут гармоничные отношения в паре, посещение госучреждения, ну или какое-то взаимодействие, получение будет в этот день, и предупреждение. Будильник — это карта говорит, правильно рассчитывайте время, распределяйте, рассчитывайте, давайте себе больше времени, запасы, чтобы не опаздывать. Ну или наоборот, долго приходится ждать. Но опять же, если бы долго ждать, то выпал бы кораблик. Кораблик обычно ожидание показывает. А тут скорее больше спешка по будильнику. Так что, чтобы не бежать, не спешить, правильно все рассчитайте. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.